Православные христиане почитают Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, потому что она послужила делу воплощения второго лица Святой Троицы, Сына Божия, Господа нашего и Иисуса Христа. И проявление Пресвятой Богородицы, оно определяется в иконах, посвященных ей. Очень много различных икон, посвященных Пресвятой Богородице, но одна из икон, почитаемая, чудотворная, находится в нашем Никольском соборе, в Нижнем храме, которая называется «Утоли моя печаль». Есть несколько названий. «Утоли мои болезни», «Утоли мои болезни и печали». Эта икона древнейшая, она находилась в городе Шклове, Могилевской губернии. И казаки принесли эту икону в 1640 году во времена царствования Михаила Федоровича. С 1613 по 1645 год он царствовал. И она находилась в храме святого Николая в Сокольниках, еще называется на Пуповиках, Замоскворечье. Она как-то незаслуженно была забыта, и эту икону определили на хранение на колокольню, и в 1760 году она вновь обрела почитание народа. Дело в том, что была очень больная женщина, богатая, известная, но она не могла шевелить ни руками, ни ногами. И когда она молилась, слезно молилась Матери Божией, у нее была богатая вера к Матери Божией, она молилась ей, и во сне ей был голос: «Езжай в Москву, в храм святого Николая, и попроси икону, которая называется «Утоли моя печаль». Помолишься у нее, и я дарую тебе исцеление». Что исполнила эта богатая женщина? Она пришла в храм святого Николая, попросила иконы Пресвятой Богородицы, ей предоставляли все иконы, но среди них не было этой иконы. И когда уже принесли с колокольни, она увидела эту икону и сказала: «Да, это она». И перекрестилась в этот момент. Она же не могла шевелить руками, а здесь она перекрестилась, слезно поблагодарила Матерь Божию, и совершился молебен перед ее иконой, и она ожила, то есть полностью стала здоровой. А в 1771 году была чума в Москве, и люди исцелялись, приходя к этой иконе, и очень часто получали и утешение не только во время болезней, во время каких-то неурядиц житейских, а вообще всегда, когда обращались к Матери Божией, в частности к этой иконе, которая называется «Утоли моя печаль», что переводится на русский язык, чтобы она избавила от всех печалей, которые постигают человека. В 1917-18 году была революция. После революции в 30-х годах этот храм сожгли, а икону перенесли в Никольскую церковь в Кузнецах, то есть Кузнецкая Слобода называется, где она находится и поныне. Изображение на этой иконе «Утоли мои печали» тоже своеобразное. Мы видим, что Матерь Божия, она держит ладонь в головы, как будто бы слушает молитвы всех, кто обращается к ней. И Господь держит, Иисус Христос, младенец, держит свиток, на котором написаны слова: «Суд правый, судите, милость и щедроты творите». Есть разные, конечно же, высказывания на этом свитке, но вот эти слова, они используются чаще всего. Слава Богу, что у нас есть возможность прикладываться к этим святым иконам, потому что икона – это образ, через который мы восходим к первообразу
и устремляем ум и сердце наше к Матери Божией, которая является усердной заступницей в наших бедах и неурядицах, помощницей величайшей. И храни нас всех Господь молитвами и предстательством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Престой Девы Марии. Аминь.